Что скажете про Можейкова? А что про Можейкова? Колхоз хороший, не самый горший, скажем так. Да? Зарабляешь? Конечно, Получка нормальная? да, И без телека сказал бы нормально. конечно. А у нас все такі, як Віталік, все такі хлопці, всі молодці, вельми велике дякую їм за це, за працю їхню, що вони від темна до темна працюють на полях. В яким класі ти? 8. В 8 класі він уже у полі. Заробляє? Да. Дети хорошие, дети звездки, роблять добросумленно, вообще. Работається як на фермі? Работа – это красиво. Робота гэта красиво, тим більше з коровами. Да. Доброї раніці, добрий день, добрий вечір і доброї ночі. Я вітаю кожного з вас. Передача «Агроблогер» на ТВ сьогодні у Лідському районі. Доведайтеся, що за колгас. Лідське районне сельскохаспадарче унітарне підприємство Можейкова. До речі, одна із буйнейших господарок у Лідському районі. Цікаво, кого ми зустрінемо одного з перших. Давайте пройдемося, глянемо. О! Добрий день, кого я зустрів перша? Ведучая специалиста по кадрам. Як вас зовуть? Ольга Як ваша бачку? Александровна. Ольга Олександр, розкажіть, куди передача «Агроблогер» на ТВ сьогодні буде пацарувати по вашій господарці? Ну, куда пожелают. У нас все двери открыты. А є що глядати? Конечно. Поїдемо? Легко. А ви з нами? Да. Ну, тоді помчали. Машинний двор Тарнова. Напевно, тут ні душі сьогодні, тому що гаряча пора, всі у полі працюють, але ми обов'язково по традиції треба зайти. Махчимо когось зустрінемо, треба уважити людей. Добрий день. Як зовуть вас? Геннадий Геннадій, отчество? Викторович. Ким працюєте в Можейкова? За мастерскими. За мастерскими. Гляжу, ні душі, ні одного чоловіка, значить, вся техніка справна. Правда. У полі. Поле. Что-нибудь працівникам села, у вас тут такі пригожі, там сад, тут озеро, стільки этих соблазнів пойти рибу порибачити, десь там костёрчик розпалити. Як працюється у Можейкова? Хорошо. Хорошо? Получка добрая? Хорошо устраивает. Сябры, одного механізатора знайшов, Станіславич, кажуть, тут, передовик, але ось здиматися не хотів, але все-таки уговорили. Станіславич, а розкажите, сколько в этом году посеяли? В этом годе, год еще не прошел весь. Ну я бачу, июнь месяц вы нечто сеете. Траву сеем, А, травку сеете. А сколько посеяли? а зерновых около 1000 посеял. 1000. Ну, молодчина, хороший показчик. Видно, трактор уже такие старенький, да? 21 год, И на нем працует еще. да, Сколько уже у колгаси? с 90-го года. 90-го, это сколько? 36 годов практически. Скоро будет юбилей 40, да? Наверное. Что скажете про Можейкова? А что про Можейкова? Колхоз хороший, не самый горший, скажем горший, так. Да. Ось ви тут старожил, 36 годов працюєте, а шмат таких людей. І як молодежь? Идут, не идут господарку? Молодежь идут, но, скажем, Тяжковато. не, ну тяжковато идут, правильно, ну кому нравится, кому не нравится, пробуют. А ну. у чим головна причина? Ось як зацікавить, і молодь прям перла б сюди. Що треба зробити? Что? Ну правильно, вот человек облизывается, получку треба, получку. Добрая получка, добрая умова, и на что ты? Будем робить, будет получка, Да. все от работы зависит. Як печеш, так і маєш. Да, вот это точно. Сьогоднішнього дня ні одного вихідного дам. Ні одного. Не было. Вас посажу у трактора, а механізатори сядуть у кресло на ваше місце. Я погляжу, чи буде результат. Кормозаготовка 2026, Можейкова, і ми починаємо. Везде душуль ездять, хапають, корма, треба успеть усё собрать, тому що бачите, погода яка. Поперли! А ми летим на мазах все, трактористи там ляжать в росе, закладывать треба яму нам і знов. Косы тут причепали, і граблі вже під'їхали, накормим ми взимку всіх коров. Прокосы будут емкие, комбайны будут стойкие, одно бери волкины побирай. Здоров'я хлопців вам усім, терпіння жонкам молодим, прослався справа наш родимий край. Що, Віталя, мінус рейс? Да, Ну, дякую, що з нами погутарити захотів. Молодий хлопець, працюєш на таким могутним нашим тракторі. Розкажи, як ти у Можейкова, що робиш? работаю на тракторе, уже 7 лет работаю. Все устраивает, Нравится? конечно. Женатый, семья? Да, жена, семья, ребенок.
тут знаходишься, живешь тут? Да, Ходоровцы. Есть школа? Да, школа, садик, все есть. В город успеваешь ездить? Ну, конечно, Сябры, все можно зробити. Заробляешь? конечно. Получка нормальная? Да, І без телека сказав би нормально. конечно. Ось, сябры, все есть. А ще так само кажуть, що ти здимаєш криху нечто. Конечно, веду свой тикток. О, правильно, сябры, свою працю треба показувати і розказувати. Тут нічого постійно немає. Наоборот, гордость за людей, які працюють на вёсцы, які працюють у полі. Що-нибудь гэтым молодым, які кажуть, що, ну, чеська господарка, ну і к чорту. Да все это неправда. Приходите, попробуйте, и вам все понравится. Що, треба перші рейси давати? Конечно, тонны Почекай, запишем тикток. обязательно. А мы сегодня загудим, а мы сегодня загуляем, а мы разлили и сидим, и все плохое забываем. Такая летняя пора, а как же хочется покоя. Мы просидим так до утра. Добрий день, бачу на полі. Давайте познайомимося, як зовут, з ким працюєте. Наместник директора по рослиніводству Расюк Віталій Дмитрович. Розкажіть, як кормозаготовка у вас у гэтым годзе? Кормозаготовка в этом году вельми добра. Подошли серьезно до этой працы. На поле работают 3 измельчители, порядка 12 единиц техники на отвозе, грабли и прочие задействованные механизаторы. Это 20 человек. А скажіть, будь ласка, як перший укос? У нас, хоч, до речі, перший укос такий слабоватий, чекаємо більш другі. Не, мы еще только убрали порядка 45% от первого укоса и заготовили уже 40% сенажу. О, чітко, молодці. Видно, що ось я під волки підійшов, такі ємкі. Емкие волки в этом году добрая масса уродила. Ну, значить, підготували добре, підкармлювали. Не без этого. И снится нам люцерна с конюшиной, трамбовка на траншеи до темна. Агроном проедет тут машиной, а ты трясися целый день заня. Так было вельмі прыемна гаварыць з вашим маладым трактарыстам Віталікам. Відно, што чалавеку гэта падабаецца. Як, скажыце, що тут ще умови у господарстві є, каб працаваць? А у нас все такие, як Віталік. Все такие хлопцы, все молодцы. Вельмі вялікі дзякуем за это, за працу іхнюю, што яны ад цямна да цямна працуюць на полях. Ну, Не брэша точно, тому што я прайшоўся, вось паздымаў хлопцаў, усе у кабінах улыбаліся, усе махалі, усе такія прыветлівыя. Таму хлопцы, працягваем, зарня цямна, разумею, але выхадны трэба, каб давалі. ну, погода дае выхадны бывае. Хопа, это вставочка между полями, покуль вы там глядели, а я тут вокаля годинника. Это оператор мой, кажа, обовязково треба показать гэты годинник. Такой конторы нигде нема, так что глядите, годинник, які адбівае кожную хвіліну, кожную гадзіну пэўную мелодыю. Оператору, рэжысёру, ім таксама ставьте падабайкі, яны малайцы. Сябры, ну нарэшце жывёлагадоўля. Адразу пасля кормазагатоўкі прымчалі сюды і казалі, тут дзесьці дырэктар прыехаў правяраць, як там карукі, як там маладзенькія ўсе. Вось, і яшчэ тут у нас цікавыя ёсць людзі, якія прыехалі з другой краіны. Спадзяюся, мы іх таксама пабачым. Так што, пашлі за мной. Апошні момант успелі, сустрэлі вось нашых людзей. Вот глядите, на поле коровки, за мной стоят люди с другой краины. Як думаете, откуль мы? Где мы находимся? У Беларуси. Потому что до нас приехали працаваць гости. Расскажите, як вам працуется на ферме? Як работается як на ферме? Работа – это красиво. Работа это красиво, тем больше с коровами. Да. А вы where are you from? From Ethiopia. Эфиопия, да? Да, Ethiopia. А у Эфиопии вот коровы есть, как вы пьете? Ethiopia коров, да, коров. Ну, то у нас лепшие. Нет. Не, у нас файные. Так, ну а вы откуль? Where from? Непал, да? Непал. Вместе живете, да? Friend, друг. Друг. Ну, уже друг, все, френд, все четко, да? Четко. Як получка? Нормальная получка у Бажейкова? Цікаво, ти поймешь ты это слово? Да. Money. Yeah, Good. Хорошо. Да? Да, хорошо. Да. Хорошо зарплата. Горелку пьешь?
Я не знаю. Ну, а ты п'єш горілку? Ні. Молодец, не брэша, сябры, не брэша, адчуваю. Алкотестер проходите утром? Да. Дуете всегда, да? Да. Еще и нули. Я. Не, водка не. О! Короче, Не. два слова. Водка и зарплата. Водка не, правильно, я тоже не пью. Я футбол. Only вода. А млеко, милк. Молоко. Молоко, да, кефир. Да. Сустрел директора, и знаете где? Не у кабинете, а на объекте, вось на комплексе. Добрый день, давайте знакомиться, как вас зовут? Зовут Андрей Иванович, я директор Лидского районного сельскохозяйственного унитарного предприятия Мажейкова. Иванович, расскажите, кай ласка, про вашу господарку. Я ось ведаю уже, сколько у вас тут земли. Расскажите крыху более, кто працуе, кольки людей, чем займаетесь? Ну, наше хозяйство расположено на 12 тысяч гектарах сельхозугодий. У нас на территории хозяйства 3 сельсовета, 3 школы, всех працующих 387 человек. У нас имеется 9 ферм всех, и из них 3 молочно-товарных комплекса, на которых расположено 2590 голов дойного стада. Хозяйство у нас не только животноводческое направление, также у нас и агрономия, также у нас агрономия представлена картофелеводством, у нас 90 гектаров, сахарной свеклы 800 гектаров, подсолнечника 300 гектаров. Также у нас имеется сада, расположена на площади 64 гектаров, и овощей 53 гектара. А яшчэ вось сустрэў людзей з другой краіны. Раскажыце, кай ласка, як такая практыка, як людзі працуюць, задаволены вы ці не? На момент моего прихода в это хозяйство имелся острый дефицит вот именно в рабочей силы, которая работает в животноводстве. Поэтому было принято решение, мы решили попробовать, и на первый раз пригласили 6 человек из Эфиопии. Я скажу, что люди уже работают у нас более 4 месяцев, адаптировались, отдельные уже, так сказать, активно изучают русский язык и довольно неплохо нам общаются. И поэтому мы пригласили дополнительно еще 5 человек из Непала, и суммарно у нас сейчас работают 11 человек, которые заняты на обслуживании дойного стада, кто-то доить коров работают с операторами машин на доение. И вот, в принципе, мои 3 комплекса помогли подзакрыть. До речі, я з ними криху поговорив, і слово «зарплата» яны ведають, усе як один. По зарплате мы их не обижаем, но и скажу, что и космических зарплат они не получают. Працують. Да, працують, і робота їхня, в принципі, дуже доволен. А от ми стоїмо на фоні, зараз бачу этой профілакторії, гэта одна з таких, тем, про які говорять тепер, постройка нових. У вас скільки таких? Гэта нові чи не нові, як давно ви строїли? У нас, в принципе, на каждом комплексе имеются профилактории, но существующих профилакторий не хватает для того, чтобы в зимний период спрятать всех телят в помещение. Поэтому, да, у нас в хозяйстве по программе строительства профилактории в этом году строится профилакторий, значится, на 110 голов. Доброе утро. Куда идем? На планерку все? Ага, что по молоку? Что по ямам? Сколько заложили траншей? Все хорошо, да? Молодцы. Можно я тоже с вами? Так, кто-то выпил. Не идеальный алкотестер. Ты что, подпил? А? Быстро алкотестер. Иначе мужчина. Это женщина. Люська. Люська? Люська наша. Видно, лащица, не дай Боже. И она любит, когда ей приносят сахар в ладони, вот она и сахар ждет. Ага. Одна тут у вас? Одна. Як, иначе что робить? Просто для Эрмитажу, как была, как настрой давала, да? Да, настрой поднимая. Молодчина. Всегда встречая нас. Як вас зовут? Алла Владимировна. Владимировна, ким тут працуєте? Бригадир. Бригадир тут на... На ферме Більтовці. Ну і як тут у вас? Замечательно. Скільки на корову? 23. 23, треба повишати, треба ще більше буде? Ні, треба, ми стремимося більше повишати. Молодці. Бачу, коруки виходять ось на прогулку кудись, виганяєте ви? Кожен день виганяємо на прогулку коров. Файно, приємно бачити, це як успоміни з дитинства, тому що тепер їдеш там по вёсці, практично вже нема, ніхто не тримає коров, там нема ні радуок, нічого, а так їдеш, коруки лежать, їм файно. Да, як раніше було. Да, вёска живе. Ну, живе. Зараз хату закопають, що в землю, що на дрови. Так это мы на вот себе вёски, а у центрі жизнь кипить, шмат людей там.
О, погляди, стоит памятник. Мог бы приехать городский, взять да жить. Сядят там один на одним. Во, едь, живи, хата есть, пляц за хатой. Краевиды. Глянь, Маринка машину купила. Оплакалась, что на хлеб нема. Блин, якую, это ж ніхто не бере, я десь розвалиться. Фу, кошик. Фу. А о, глянь, Петриков сын привел городскую. Так она с хаты навод не выходить. Сядить, не подыдя ни курей, ничего, не прибрать. Поля дикие огороды, могла бы выйти хоть траву повырывать. Ух, паскудство. Все, давай. Добре, давай. Великдень прошел, подмуровок як был страшный, як этот сад, не побелено ничего. Эдак и есть. Хозяин. Я даведаўся, што на тэрыторыі гаспадаркі аж ёсць 3 школы. Адна з іх вось тут у Тарнова. Дзеці, напэўна, цяпер у летнім лагеры тут забаўляюцца. Але яшчэ казалі, што школьнікі працуюць у гаспадарцы. Малайцы, я таксама калісьці працаваў. Давайте зходзім, паглядзім, папытаем, ці так гэта. Зашел в школу и одразу сустрэў директора. Давайте знакомиться. Давайте знакомиться. Директор Тарновской сярэдняй школы Рыўко Александр Иосифович. Александр Иосифович, расскажите, чую гул дзяцей, але кажуць, што яны таксама не толькі тут, а яшчэ есть на поле дзесьці. Так, менавіта так. У нас у гэтым годзе 2 лагеры. Один лагер отдыха, гэта дзеці до 14 гадоў, яны аддыхаюць. А ёсць яшчэ у нас трудовы лагер ЛТО. Гэтыя дзеткі, лагер называется «Муравейки». Яны сёлета і учора і заўсёды будуць працаваць у полі. На полях Ларсуп, Мажейкова. О, малайцы, мы абавязкова до іх даедем, да? Так, так. А скажите, сколько вообще, дзяцей у школе? У школе ўжо немного дзяцей. На сённяшні дзень у нас 54 вучні. Школа будзе працаваць далей, правда? Школа будзе працаваць. У гэтым годзе у нас будзе аптымізацыя. Да нас далучаць садзік і з 1 верасня дзецкі сад вёскі Тарнова. Ён так называецца. У нас аграгарадок, садзік яшчэ раней арганізаваны, таму ён так называецца. Ён будзе ў школе. І добра, хай ўсё будзе. Хай вучацца дзеці, хай будзе садзік, хай дзеці гэта наша будучыня. Так, дзеці, адказваем як ёсць. Вось як ёсць, як адчуваеце. Я знаю, як для мяне, цікава, як ці для вас. Так што самае галоўнае ў летнім лагеры? Отдыхать. У нас заўсёды было галоўнае, што там на абед, што там на полднік, што там на вячэру і куды скорей, потому што вельмі смачна кармілі. Смачна кормяць? Да. Сколькі раз даюць? 3. О, я ж казаў, 3 разы. Тут можна набіраць. Чым займаецеся тут? Отхаживаем практику и гуляем. Молодец, отхаживаем практику. А отпочиваете, гуляете, что? Да. Что? Мальчики в футбол, на экскурсии ходим. Дзяўчаты, хлопцы, у каго бацькі працуюць у сельскай гаспадарцы? А ну-ка. Раз, два, кім, хто? Помощник начальника. Мама? Мама. А у тебе? На ферме мама работает ветврачом, а папа на стройке. Так, что ты планируешь с чем связать свое жыццё? Пэўна, то, что же здесь под народной земли працаваць? Да. Кім будешь? Может, тоже ветврачом. О, ветврачы нам патрэбныя, малайчына, за тэхнікі таксама. Хто яшчэ? Вось трактары сказаў. Ну-ка, кім бацька працуе, на трактары? Да. На яком? На 82. МТЗ-82? Да. Упэўнена, говорю, МТЗ-82. МТЗ-82. А што працуе, што робіць? В саде працуе. О, так у вас ще й сад есть? Да. Яблоки свои? Да. Сябры, али хутка працуюць, вырываю зелье, але вроде бы подсолнух чистый. Это что, подсолнухи, дети? О, разбираете, молодцы, видно, не городские, а вясковые. До речі, ось вясковые дети чим адрозніваються від городских? От працавітостю. Уже ось, в яким класі ти? 8. В 8 класі він уже у полі. Заробляє? Да. Ой, ще й платять за роботу, молодець. Ти в господарці, получается, і пішов, якби летом подпрацювати, да? Да. Не заставляли, сам захотів? Не, сам захотів. Молодец, вот отчулі починається, сябры, гэта ось рвение до працы. Вот коли ты самого дядьсвинства працуешь у полі і заробляешь уже копейку в 8 классе, это сколько годов? 14. 14 годов, я помню свои 14 годов, мы, наверное, таку лопатили рапс, каб ён скорей сушыўся. Малайчына. Ты ў дзяцінстве былі і прыгалі, і уцякалі ад агранома. На ось таких стагах стаў чотенькі лайк. Вот теперь детей нема на іх. Сёння сапраўдны летні вечар. Цёпла, цішыня, я ўжо гадзіны 2 на гэтым стозе. Беларусь, вёска, аграблог. Станіслаўна, скажыце, вока за імі трэба?
Да ні, діти хороші, діти з вёски роблять добросумленно, вообще нема питання до їх. І заставляти не треба, працюють? Ні, ну якби сьогодні сонця нема, жари нема, ну тому у їх во всіх головні бори, все там за ними педагоги глядять. А в основному вот яка праця у їх? Що вони? Ось подсолнечник, бачу, тепер убирають. Що ще? Ну, і ще овощні культури пропалюють. Там уже більш з тяпками, там більш медленно, там більш досконально треба. А тут таке, що яд не бере, от треба повиривати, щоб був естетичний від поля хороший. Станислав, скажите, а стоит ли такое практиковать ось у городских школах? Я думаю, що да. Дітей до праці треба привчати. До нас от приїжджають з ліцеїв, з коледжів осінню на уборку урожаю. Добре працюють діти, хоч і городські. Є, звісно, є, але в основному добросумленні. Молодцы. Молодь у нас добросумленная. Алі Станіславовна, ось сціплая жанчына, могла б расказаць, мне вот теперь сказали, яна вот і вершы яшчэ сама піша. Вот адчуваецца, што таленавіты чалавек. Дарэчы, мне сказали, што ў Мажэйкава тут, ну, іх много розных такіх, шмат. Ось едзе мастак свой, даведаемся, з'едзем, дзе ён знаходіцца. Мусіць сантэхнікам працуе, ці кім там. Давайте маханём узнаем. Як вы думаете, дзе я цяпер? Гляньце, што ў мне на фоне. Як гэта прыгожа. Гэта што, рэстаран? Гэта, можа, кафе ў горадзе дзесьці? Не, гэта сталовая у Мажэйкава, так? Мажейкова. А расскажите, калі ласка, хто прыдумаў такі інтэр'ер? Гляньце, як тут у вас так, як гэта сказаць, эпакрыфічна. Наверное, наш директор. Директор, да? Расскажите, я ведаю, што 500 чалавек працуе, 12 тысяч зямлі у вас, гаспадарка вялікая. Ці ўспяваеце гатаваць на ўсіх у поле для ўсіх працаўнікоў? Конечно, успеваем. Уже обеды отдали? Обеды, да, еще ужин у нас. А, еще и Да, еще под вечер. Хорошо, да. Расскажите, что у вас было сегодня на обед и что на ужин? Так, у нас сегодня на обед был суп гороховый, плов, компот апельсиновый, салат белоснежка. А на подвечера? А на подвечера кашка гречневая, поджарочка, булочка, какао. О, сябры, можно есть, можно и набирать. И помидорчик еще забыл. Ну, по обстановке хорошие хозяйки поняли, что у нас тут происходит. Пока Денис катается об еде, грышки у нас уже нема. Решили заколоть. Хороший кабанчик. Будем делать колбасу. Але Денис ничего еще не зная, будет ругаться, что без его участия, без его роликов. Тримайте кабанчика. Это вельми тяжко праца выкормить. Але у концы вельми смачно есть и колбаску, и полянвичку, и кумпячок сушеный. Поросло травой, поросло травой, поросло травой, вместо наших встреч. Тут у жанчын не толькі кулінарныя магчымасці, але яшчэ ёсць, гляньце, творчыя, як прыгожа рысуюць. Гэта Мажэйкава, я не знаю, таленавітыя людзі паўсюль. Як я кажу, свае людзі, а тут таленавітыя людзі ваўсюль. Раскажыце, чым вы яшчэ вось займаецеся? Алмазная мозаика и рисование. А скажите, коли оно приходит? Вот вы приходите вечером, не знаю, после працы, ці под чарочку, коли потянули, коли? Не под чарочку, а после работы. Вот часов сделаю домашнее хозяйство, приготовлю там кушать дома, и тогда немножко до часов 11 рисую. А з раніцы не бере? З раніцы тут надо работать. Да, макалі. Ну, я так само не люблю. Правда, я в футбол граю. Мне падабаецца з дзецьмі працаваць, там туды-сюды, іх ось вучыць. А у вас, бачыце, такое добра, што ў кожнага з нас ёсць свае якіясьці вось такія цікавыя інтарэсы, да? Да, да. Ад адной карціннай галерэі да другой. Прыехалі мы дадому чалавека, які таксама працуе ў гаспадаркі, таксама мастак, завуць яго Анатольевич, так? Як ваше імя? Сергей Анатольевич Попов. Сергей Анатольевич Попов. Кім працуеце ў гаспадарцы, Анатольевич? Я слесарь-сантехник. Сантехник. Вы там туды-сюды крутите, копчете? Абсолютно все, универсально. А руки, у мастака руки повинны быть там, ну, як у музыканта, не? Да, что-то есть. А расскажите, что рисуете? Вот бачу картины. Ну, такого у Феликсова, напевно, нема. Это 10... Это сибирские мотивы. Я там жил какое-то время долгое. Вот с работы. А як это по успоминам? Вы пришли, сели у поля и почали вот так было так? Художника должна быть прекрасная память. Да? Есть белорусские мотивы, конечно. А як вдохновение вот это приходит?
понятия не имею, как оно происходит. Само по себе? Берет и приходит. Вот я спрашивал уже у вашей коллеги, у заведующей столовой, як это, может там после работы, может под чарочку, может еще як, у вас як? Не, ну под чарочку точно нет. И не приходите? Нет, чарочку не употребляем уж давненько. Да. Возраст не тот, мешает жить. Зрозумів. Скажіть, чи може, ось як я, наприклад, я чоловік творчий, але творчий трохи у другому. А ось чи змогу я взяти, сесть, як тебе навчитися, ось так пригоже. Ну не так пригоже, ну хоч як-небудь, ось кап порисувати. Ну, если есть задаток, Божья искра есть, развивайте, Бог помощь. Сябры, короче, що, я застаюся у Анатолійовича, ми з ним зараз будемо працювати, рисувати, ви там все ведаєте, що треба робити, передача «Агроблогер» на ТВ була сьогодні у Можейково, Лидский район. Зовите, приглашайте, мы приедем до вас, приедем, расскажем про ваших працівників, покажем ваших талановитих людей, чим яни дихають, чим живуть, як відпочивають, як працюють. Що, я пішов, не друйте голову, пишите в коментарях, глядите по телеканалу, глядять тільки бабулі, дядулі и мама. Все, иди. Денис, ты такой бестолковый.